Кадетская школа-интернат имени Героя России Геннадия Трошева готовит будущих защитников Отечества с 2008 года. Школа была открыта в поселке Чернышевский в целях патриотического воспитания, обеспечения духовного, интеллектуального, физического развития детей и молодежи, а также углубленной подготовки по военно-прикладным дисциплинам. В данный момент у нас в школе обучается 92 кадета. Поступают дети в 6 класс, обучение проходит с 6 по 11 класс. Изучают основную образовательную программу основного общего образования, это 6 по 9 классы, и среднего общего образования, это 10-11 класс. За 17 лет кадетская школа выпустила множество ребят, которые связали свою жизнь с военным поприщем. Сегодня в передаче мы познакомимся с как работает военная школа и в каких условиях живут чернышевские кадеты. Педагогический состав у нас состоит из 16 человек. Это учителя-предметники, офицеры-воспитатели, имеется социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь и педагоги дополнительного образования. Да, обычно все, кто приезжает, им очень интересно попасть именно на 3-й этаж и посмотреть, как живут дети, как живут кадеты. Каждый класс у нас это кадетский взвод. И все вместе они образуют у нас кадетскую роту. И для каждого взвода выделяется спальное расположение. Спальное расположение, проживание, быт кадета мы стараемся приблизить к тем условиям, с которыми они столкнутся либо в высших военных учебных заведениях. Если они не поступят, конечно, они попадут в армию служить. То есть там они столкнутся, в принципе, с такими же условиями, как и здесь. То есть это проживание в казарменном помещении. У каждого кадета имеется свое спальное место, тумбочка, табурет, и шинельный шкаф, один для всех, где они хранят свою верхнюю одежду, спортивную обувь, спортивную форму. Весьма важно, что в нашей стране, республике, есть ребята, выбравшие для себя путь служения Родине с юных лет. Дисциплина, ответственность, чувство долга – вот что отличает мирнинских кадетов и что становится для них ориентиром на всю жизнь. Я учусь хорошо, на 4 и 5. Пришел я в прошлом году. Мне вполне нравится здесь учиться. Хорошо. Хорошо объясняют темы на уроках, хорошо кормят. Мама мне предложила, я согласился, и все. Не жалеешь о своем выборе? Нет. Питание 6-разовое, очень хватает. Сытый всегда хожу. Условия обучения тоже хорошие. Хотелось бы стать военным. Как только я приехал, вообще все было нормально. В первой четверти я только адаптировался. Потом я уже начал привыкать. Конечно, было трудно без телефонов ходить, но потом я уже со временем привык. Я до 11 собираюсь идти и поступить либо в танковое училище, либо в артиллерийское. Почему именно военный? Потому что мне мама предложила, мне понравилось. Я тут многому научился и решил до 11 класса идти. Знания и навыки, полученные в кадетской школе, дух взаимопомощи и уважения к товарищам помогают ребятам с честью справиться с поставленной задачей. Ведь именно кадетам предстоит на деле доказать, что значит любить свою отчизну и защищать ее. Кадет – это человек, который принял клятву, который давал обещание, что он будет себя вести достойно, что он с достоинством будет носить звание кадет, что он будет соблюдать дисциплину, он будет себя вести культурно и вежливо. День кадета с самого начала начинается с подъема, рота подъем. Каждый день, за исключением субботы и воскресенья, у нас физическая зарядка. В субботу у нас утром подъем также, и мы вытряхиваем одеяло. А в воскресенье у нас подъем в 8:30. И каждый день, кроме воскресенья, у нас подъем в 6:45.
я считаю, что достаточно давно работаю, уже 6-й год, с 2019 года. У меня есть большой опыт службы в вооруженных силах, в внутренних войсках, в Росгвардии. Что касается ребят, ребята приходят разные, абсолютно разные, то есть и из разных семей, с разным социальным положением, с разным достатком. Но по началу своего обучения они, конечно же, различаются друг с другом, но по мере обучения как-то эти рамки все равно чуть-чуть стираются, сглаживаются, потому что все здесь находятся в одинаковых условиях, все носят одинаковую форму, ходят в одинаковой обуви, спят на одинаковых кроватях. То есть это как-то все-таки немного дисциплинирует их и уравнивает. Сегодня руководство и преподаватели гордятся победами и достижениями своих подопечных. Они считают почетным призванием взращивать и поддерживать молодые ростки юных патриотов. Достижения учащихся у нас очень большие. И ежедневно, еженедельно, ежемесячно наши кадеты участвуют во всех различных мероприятиях, проводимых в поселке, в районе, в республике, и занимают призовые места. Когда наша команда участвует во всероссийских международных соревнованиях, конкурсах и так далее, то есть у нас идет финансирование Министерства образования, финансирование из небюджетных средств МРТК, ну и, конечно же, помогает очень хорошо администрация района. В канун Нового года двоим кадетам Никите Бюрнаеву и Никите Котову предоставилась уникальная возможность поучаствовать в международном кремлевском благотворительном балу. Два кадета из поселка Чернышевский закружились в вальсе на паркете Кремля. Я вообще бегал здесь. Когда я об этом узнал, о таком межгалактическом, наверное, событии, это было в конце 9 класса. Мне вот классный руководитель подошел, спросил, будешь ли ты, хочешь ли ты быть участником международного кадетского бала? Я, конечно, сразу же согласился. Все, лето прошло, началась подготовка на бал. Подготовка была, точнее, не очень тяжелой, сколько 11-12 танцев мы учили. Если к этому отнести серьезно, то очень быстро выучишь это все. Мне очень понравилось там, на кадетском балу, этот сам масштаб, как сказать, так много кадетов увидел. Ну, выбрали меня, наверное, скорее всего из-за моей учебы, из-за моих успехов в школе. Я очень достойно себя показал. Очень исполнительным я был в 8 классе. И на данный момент являюсь отличником. Все, первое полугодие закончил на 5. Но когда меня выбрали, я был очень удивлен. Даже не поверил сначала. Но когда туда поехал, вообще в шоке был. Большинство кадетов с Чернышевского связывают свою жизнь с военным поприщем. К слову, сюда приходят учиться не только с районов республики, но и из других регионов России. Например, кадет Данила Иванов специально выбрал именно эту школу. Сам Данила попал сюда с Ростовской области. После выпуска кадет намерен поступить в военно-медицинскую академию. Вообще это началось с 8 класса. Я учился тогда в Ростовской области. И в 8 классе. А мне папа предложил поступить в Суворовское училище, но я туда не прошел, не поступил. У меня была очень плохая физическая подготовка, точнее ее вообще не было. И отец с Якутии, и вот он сказал, что есть вот 2 кадетских школы. Здесь мы живем в Якутии, в городе Удачном. Ну и получается, мы сравнивали, какая кадетская школа лучше, и все-таки выбрали эту, потому что по всем спортивным состязаниям, по военной дисциплине, все равно эта кадетка лучше. И вот когда я сюда поступил, я это понял на самом деле, потому что в 23 году был 15-й фестиваль в городе Пермь. Вот, я как раз таки тоже был в числе команды, и получается мы заняли тогда 5-е место по России, а якутская кадетская школа заняла, за 10-е места. Получше у нас будет. Из-за этого сравнивая, вот так вот получилось, что именно вот сюда попал.
Ну, я раньше учился в обычной школе. У меня была очень низкая физическая подготовка, я подтягивался один раз. Пришел сюда, здесь меня всему научили. Сейчас уже езжу на допризывную, на зорницу, на соревнования беру. Вот. Нашел себе здесь много друзей. Мне здесь нравится учиться. Буду дальше учиться, стремиться. Ну, научился разбирать автомат, подевать противогаз, РХБЗ. Научился шагать строевым шагом, шить научился, форму гладить, стирать. Все научился делать. Все здесь научили, обучили. У меня здесь товарищ, мы с ним в садиком вместе. Вот он мне летом как-то рассказал, тоже захотелось. А так я пытался поступить в школу МЧС, там чуть не получилось. А военным я хотел стать еще с детства. И вот я здесь. Я поступаю после 11 класса, ну, после этого года, получается, в артиллерию, в питерскую. Ну, у нашей школы с академией контракт. Плюс я хочу поступить на 7-й факультет на РСЗО, система реактивного залпового огня. Быт, условия, они у нас максимально приближены к тем, с которыми столкнутся дети уже во взрослой жизни. Будь то служба в армии или учеба в военных учебных заведениях. Поэтому и организация самой кадетской школы у нас к этому предполагает. То есть классы — это у нас кадетские взвода, взвода — это у нас кадетская рота. Ну и, соответственно, организация взвода у нас такая же, как по аналогии мотострелкового взвода. То есть взвод поделен на отделения, в каждом отделении есть командир отделения и есть заместитель командира взвода. Ну и, соответственно, предполагающие этому звания. Поступая сюда для учебы, дети, они у нас поступают на должность курсанта, и по истечению 2 месяцев дети принимают торжественную клятву кадета, становятся кадетами, назначаются на должность кадета. Ну, а далее уже все зависит от способностей, желания ребенка и его достижений. Если ребенок проявляет интерес, если ребенок проявляет инициативу, то он может расти от кадета до командира отделения, до заместителя командира взвода, ну и получая при этом специальные кадетские звания. Сегодня Чернышевская кадетская школа-интернат действительно воспитывает будущих офицеров, будущих воинов, защитников Отечества. Многие вчерашние выпускники достойно несут службу. С кадетки вырастают мужественные, отважные и самоотверженные люди.